На заседание Общественной палаты были приглашены все кандидаты в президенты Абхазии. Однако 4 претендента на высший государственный пост страны – Олег Аршба, Артур Анкваб, Рауль Хаджимба и Леонид Запшба – в силу ряда причин не смогли прийти. В начале заседания заместитель секретаря Общественной палаты проинформировал всех, что Раулю Хаджимба подписывать договор об общественном согласии нет необходимости. Действующий президент клялся на Конституции, что он соблюдает, не только соблюдает, а гарант Конституции. И прийти, они не нашли логическую связь, прийти еще раз расписаться, что буду поставить свою подпись, еще раз, как сказать, соблюдать то, что написано в Конституции. Договор об общественном согласии, который подписали кандидаты в президенты Абхазии, включает в себя 9 пунктов, среди которых пункт о соблюдении принципа верховенства закона над политическими, групповыми и личными интересами, отказ от любых форм давления на организаторов выборов, на избирателей, а также судебные и правоохранительные органы, не допускать заведомо ложных высказываний в адрес оппонентов и другие. Все 6 кандидатов в президенты заявили о своей готовности приложить максимум усилий для обеспечения подлинного волеизъявления народа и укрепления демократии и политической стабильности в нашей стране. Хотим мы строить свое демократическое правовое государство. Это как раз те элементы сегодняшнего договора общественного, что те элементы института демократии, правового развития. И мы с удовольствием, я лично с удовольствием это подписываю и призываю всех не только просто нас подписаться, а выполнять это. Выборы не должны быть потрясением и такой катастрофой политической, как у нас происходит каждый раз. Я подпишу и призываю моих друзей и коллег сделать то же самое. Они, в принципе, это подтвердили. Я уверен, что с моей стороны, со стороны моего штаба никакой клеветы, анонимного и поливания грязью не будет. Выдержано максимально с чувством уважения к своему партнеру, к своим согражданам, всем, независимо от того, к какому лагерю они принадлежат, максимальное внимание к мнению каждого человека. Если мы вот этого будем следовать, и прежде всего каждый сам себя спрашивать, то я думаю, что у нас все будет нормально. Уже на протяжении 3 выборов проводится, Общественной палатой инициируется подписание некого общественного договора согласия. И мы, и наш штаб всецело с этим согласен. Вот этот символичный акт, который мы сегодня производим, он скорее жест доброй воли. Наш. И желание к миру и примирению. У нас нет, никогда не было с нашей стороны, чтобы анонимно мы очерняли наших оппонентов и так далее. Соглашение я, конечно же, подпишу. Я уважаю и присутствующих, и отсутствующих людей. Мы будем соблюдать все правила честной политической конкуренции. Очень приятно, что есть Общественная палата, которая занимает такую активную позицию в обществе. Мы все вас часто смотрим, все ваши заседания. Очень приятно, что есть такой орган. Кроме того, кандидаты попросили членов Общественной палаты обратиться в ЦИК и к руководству ГТРК, чтобы кандидатам выделили дополнительно еще 2-3 часа эфирного времени. Член Общественной палаты, председатель Союза журналистов Абхазии Руслан Хашик прокомментировал просьбу кандидатов в президенты. Пока средства массовой информации работают аккуратно, пытаются предоставить вам равные возможности. Даже те эфиры, которые были на государственном телевидении, они выдержаны. Я не могу сказать, что там кто-то использует грязные технологии. Люди отказались от анонимных звонков. Журналист вам задает вопросы, вы отвечаете. Пока это все нормально, но нехватка эфирного времени, это тоже обсуждаемый вопрос. Посмотрим, как отреагирует руководство телерадиокомпании. В ходе заседания Общественной палаты все желающие могли задать кандидатам интересующие их вопросы. Члены Общественной палаты отметили, что отсутствовавшие на встрече Артур Анкваб, Леонид Запшба и Олег Аршба в ближайшее время также подпишут договор об общественном согласии. Аля Катрапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.